В дни выборов можно было проголосовать и на дому. Этой возможностью воспользовались свыше 8 тысяч человек. Для того, чтобы пригласить членов ВИК на дом, нужно было обратиться в участковую комиссию письменно или по телефону до 14 часов сегодняшнего дня. Среди уважительных причин болезни, уход за пожилыми, инвалидами или детьми. Или, например, боязнь заразиться ковидом на избирательном участке. Моя коллега Анастасия Тюрнина сегодня выезжала с членами одного из избирательных участков на адреса и готова рассказать, как это было. В 61-й участковой комиссии с утра многолюдно. Видимо, сыктывкарцы 19 сентября считают основным днем голосования. В выходной приходят семьями, много и пожилых людей. Но и желающих отдать свой голос на дому тоже достаточно. Эти данные и передавала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, и наша территориальная избирательная комиссия, и соцработники передавали все данные. То есть это те люди, которые, к сожалению, не могут прийти и отдать свое право проголосовать за кого они желают. Поэтому составляется ведомость, реестры, берется участковая избирательная комиссия, какой-то член, да, ее предлагается наблюдателям, которые у нас здесь сидят, там 1-2 человека, кто по желанию, и они, выезжают. Сегодня на этом участке вне помещения готовы проголосовать 4 человека. Вчера же было 12 адресов. Через 20 минут будем выезжать. Прежде чем отправиться на адрес, выездная бригада надевает одноразовые халаты, перчатки, маски. Все этапы такого голосования со строгим соблюдением санитарных требований. Внутри у нас, как мы видим, 2 бюллетеня сложено. Вот видна ручка, маска, перчатки. Каждый такой набор представлен вот в таком индивидуальном пакете, который мы повесим на ручку и позвоним. Будет бесконтактно все. У нас 4 человека заявлено, но вдруг кто-то ошибется, неправильно поставить, мы будем обязаны взамен выдать новый, поэтому мы даем на 1 ГЦ больше. 1, 2, 3, 4, 5. Отправляется с переносным ящиком номер 1. Он у нас опломбирован с утра. Наблюдатели все ознакомлены. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, Лариса Петровна, отправляйтесь. Вас водитель ждет. В выездной команде член избирательной комиссии и общественный наблюдатель. Он следит за всем процессом, в том числе и нарушениями. А еще в условиях ограничений отвечает за соблюдение санитарных норм. Поэтому антисептик всегда в руке. К сожалению, на первом адресе на домофон и телефонный звонок никто не отвечает. Бывает и такое, говорят прибывшие на место. И едут на следующий адрес. Там голосующие уже ждут. Добрый день, участковая избирательная комиссия 61. Пакет с выборной атрибутикой, как и полагается, вешают на ручку двери голосующего. Он или его помощники забирают его, делают свой выбор в квартире и выносят обратно в подъезд. Здесь бюллетени и бросают в переносной ящик. Члены избирательной комиссии внутрь не входят. Это запрещено. Тайна голосования должна быть соблюдена. А вот и следующий адрес. Хозяйка квартиры приятно поражает выездную бригаду. Друзья Васильевна, пожалуйста, возьмите бюллетени для голосования и заявление нужно заполнить. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. Здесь голосует 97-летняя Люция Васильевна Сюткина, заслуженный учитель Российской Федерации. На дом команду избирательной комиссии по традиции пригласила ее дочь. У нее очень светлая, ясная голова и прекрасная память. Поэтому вот она мне сказала, что я буду голосовать за такую-то партию. Я выполнила ее пожелание. Бюллетени в переносном ящике, теперь гостей можно и конфетами угостить. Тоже уже по традиции, в день выборов. Для людей старшего поколения голосование – это всегда праздник. В первую очередь приглашают непосредственно дети, выступая представителями своих родителей, пожилых в основном. Очень приятно, что пожилые люди осознанно участвуют в выборах. Вчера мы выезжали к избирателям, и были люди, которые уже возраст 90 и выше. То есть они осознанно имеют свое мнение, высказывают ее путем голосования, и это очень приятно.
Проехав все адреса, выездная бригада УИК возвращается на участок. Там озвучивают, сколько человек проголосовали, и передает председателю оставшиеся бюллетени, если такие имеются. Переносной ящик находится под видеонаблюдением в зале участковой избирательной комиссии. Откроют его лишь после завершения голосования. Избирательные документы поместят в КАИБ – специальный аппарат для обработки данных. Анастасия Тюрнина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.